строятся, но заниматься документацией, чтобы проживать в них законно, многие жители республики не торопятся. Администрация Назрани проводит рейдовый обход. Первый адрес – улица Муцольгова, 1. Дом не оформлен, и сотрудники разъясняют, что по закону его не имеют права подключать к коммунальным сетям и заключать договоры с ресурсоснабжающими организациями. Жителю выдали уведомление о необходимости регистрации. В течение месяца хозяева должны закрыть вопрос с незаконным проживанием. Далее 27 и 38 дома по Муцольгова. Потом участки тоже оформлены. Хозяева этих двух домовладений к специалистам вышли тут же, как по первому, так и по второму адресу. Представили весь пакет необходимой документации. Хава Султыгова проживает с супругом и детьми в 38-м доме 5 лет. Оформлением, говорит женщина, занялись сразу после переезда. У нас дом оформлен, земля оформлена, участок оформлен, все узаконено. Я риэлтора попросила, он мне все сделал. Мы пошли, узаконили и все. Помимо ограничений подключения к коммунальным сетям, неоформление дома может привести к другим неприятным последствиям. Благоустройство территории, строительство школ и детских садов – все это исходит из показателя ввода жилья на той или иной улице. И, соответственно, от того, что домовладения имеются, но не зарегистрированы, они не фиксируются. Специалисты заявляют, дом, согласно закону, в любом случае придется оформить. В этом обещают оказать содействие сами представители администрации и сделать так, чтобы процедура прошла как можно быстрее. Чтобы оформить дом, у человека как минимум должен быть оформлен земельный участок, и все его проблемы на этом, в принципе, заканчиваются. Если у него оформлен участок, то он просто приходит в администрацию, получает уведомление о начале строительства, делает техплан на свой дом и уже без проблем его оформляет. На это весь этот вопрос можно решить за 1 месяц. В основном большая часть незарегистрированных домовладений, со слов сотрудников администрации, приходится на район новостроек за каналом. Именно в этом массиве этим занимаемся уже в этом году будет 3-й год. За все время было проинспектировано около 150 домов. Из них было выявлено, что оформлено было 42 изначально. Благодаря агитационной работе большая часть проинформированных жителей занесли свои дома в Росреестр и теперь имеют официальные договоры на собственность жилья. С оставшимися рабочие группы будут и дальше проводить разъяснительную работу. Мадина Цора, Сулейман Костоев, Новости 24.